Нас связывают очень тесные, добрые, конструктивные отношения. Сам это хорошо знает, мы с ним давние знакомы. Оксана, я слышала, у вас здесь проходит конкурс татарской музыки. Да, у нас уже второй год подряд в школе осенью проходит конкурс среди учащихся инструментального отделения на лучшее исполнение татарских произведений. Я даже не знал, что самый большой карьерный самосвал в мире, он производится здесь 450 тонн грузоподъемности. Мы на нем проехали, значит, в том числе я порулил немножко. Когда вы были в Казани, какой-нибудь сувенир покупали на память? Всегда с собой маленькие изображения ручные Казанского Кремля. Наверное, это самое запоминающееся. Ну и, соответственно, сладости традиционные. Тоже трудно без них себя представить посещение, да, чак-чак. У нас здесь инсталляция Брестская крепость. И, конечно же, те люди, которые были участниками обороны Брестской крепости, сами известные участники, это майор Гаврилов. Это наш. Добро пожаловать в Минск. Мы находимся на привокзальной площади, столицы Беларуси. Это очень узнаваемое, популярное место в городе. Минчане так его и называют – ворота в Минск. За счет двух 11-этажных башен по бокам на одной установлены немецкие трофейные часы диаметром 3,5 метра, самые большие в стране, на другой – литой герб Беларуси. Трофейные фашистские часы, конечно же, не случайно именно здесь, в Минске. Этот город, сейчас красивый и цветущий, в годы Великой Отечественной был просто стерт с лица земли бесконечными бомбардировками. Беларусь стала местом страшных кровопролитных боев советской армии с фашистскими захватчиками. Город-герой Минск восстанавливали всем Советским Союзом. Сейчас в столице Беларуси проживает около 2 миллионов человек. Гости из Татарстана в Минске не редкость. Республика – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском федеральном округе. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года вырос 1 миллиард 300 миллионов долларов. Сейчас цель еще более амбициозная – повысить эту взаимовыгодную цифру до 2 миллиардов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Молитва о том, чтобы самые смелые позитивные планы о сотрудничестве сбылись, мусульмане Минска теперь могут возносить под куполом новой красивой мечети. О такой мечети мусульмане Белоруссии могли только мечтать. Строилась она долгие 14 лет. На некоторое время строительство даже останавливалось. Но зато теперь это красивый полноценный комплекс, где есть все необходимое. Музейные пространства, учебные комнаты и многое другое. Рядом татарский сквер. Сейчас в Беларуси проживает около 30 тысяч мусульман. И все годы, что шла стройка, они, волнуясь, следили за ней. Пока суть до дела, белорусские мусульмане молились в переделанной под храм строительной бытовке и ждали открытия мечети. Внутри мечеть просторная, молельный зал, как и положено, достойно украшен. Очень красиво, светло и уютно. Сейчас в Беларуси проживает около 30 тысяч мусульман, и для них открытие новой мечети стало большим долгожданным подарком. В пятничное богослужение этот зал полон. В Беларуси сейчас действуют 11 мечетей и молитвенных домов. А вот улица Татарская рядом с мечетью, как и Минский татарский сквер, на всю страну одни. Минск – город-побратим столицы Татарстана, Казани. 4 раза в неделю две столицы соединяют прямой авиарейс, а в позапрошлом году было открыто прямое пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск-Казань-Минск.
И что, конечно, просто очень удобно, все передвижения через границу по внутреннему российскому паспорту. Это главный Минский дворец, Дворец независимости. Именно здесь находится резиденция президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Здесь проходят основные государственные мероприятия, начиная от вручения грамот иностранным послам до встреч руководителей государств. И именно тут Александр Лукашенко встречается с делегацией Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым. Стороны за дружеским столом обсуждают взаимные точки роста. И в первую очередь сейчас экономическая цель – вывести взаимный товарооборот до $2 миллиардов. О новой Минской мечети речь заходит и на встрече за круглым столом во Дворце независимости. Рустам, если убедиться, что нас мусульмане никак не обижают. Нет, наоборот. Я Ну, думаю, правильно, многим надо позавидовать вот таким условиям, на таком месте, такой прекрасный комплекс, ну, и люди там правильные. Это тоже важно. Люди — это золото. Совместное взаимодействие подкрепляется и экономически. В Татарстане действуют предприятия, созданные с участием белорусского капитала. Ряд из них зарегистрированы в Елабуге, Альметьевске, Казани. Сборочное производство тракторов «Беларусь», лифтов, запасных частей. В Татарстане широко эксплуатируется сельхозтехника белорусского производства. От общего парка это 60%. Один из новых проектов, который предполагает производство на территории особой экономической зоны Алабуга стеклошариков для дорожной разметки. Инициатор проекта – белорусская компания «Стим», производитель оборудования и материалов для дорог. Планируемый объем производства на территории Алабуги составляет почти 8 тысяч тонн в год. Есть совместно татаро-белорусское предприятие и мебельное. С точки зрения импорта, Татарстан – основной поставщик непроизводимого в Республике Беларусь нефтехимического сырья. А это синтетический каучук, полимеры этилена и другое. Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Главным вектором взаимодействия в этом направлении видится увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества. Знаю, что вы делаете в своей работе основной акцент на внедрение в практику передовых технологий и научных достижений. Мы придерживаемся тех же критериев. За последние 2 года собрано почти 200 автобусов, которые работают на газе. В 2020 году будет произведено еще столько же единиц подобной техники. Одним из главных интересов и впечатлений для татарстанцев стал гигантский самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Рустам Минниханов был бы не самим собой, если бы не сел за руль. Тест-драйв прошел на территории производства «БелАЗа». Я хотел был наверх подряд. Извините. Я не ожидал, очень даже впечатлен тем, что руководитель Татарстана, господин президент, заехал на площадку. Никто еще, скажем так, в истории, кроме нашего президента, этого не смог сделать. Об искренности в отношениях двух стран говорит Дмитрий Мезенцев. Посол России в Беларуси не понаслышке знает о взаимодействии Татарстана с дружественной страной. Дмитрий Федорович, а если говорить об отношениях Беларуси и Татарстана, 3 основных слова, какие бы вы характеристики дали? Какие сейчас эти отношения? Это традиция, и мы понимаем, что это поддержка сложенного потенциала во благо миллионов людей. Это открытость, это дружелюбие, искренность и обращенность в будущее. Посольство России в Беларуси внимательно относится к интересам татарской диаспоры. Представители дипмиссии – частые гости на национальных мероприятиях. Сейчас в Беларуси проживает больше 7 тысяч наших соплеменников. В Татарстане же около 5 тысяч белорусов. Дивная песня проти земли,
Если говорить о самом перспективном, что ждет нас, обе наши стороны в будущем, что бы вы подчеркнули, обозначили как вот основополагающее? Какие у нас перспективы? Мы понимаем, что есть тысячи людей, которые хотели бы выстраивать бизнес-отношения с десятками партнеров в Беларуси. И также есть тысячи граждан Беларуси, которые хотели бы выстраивать отношения с десятками, сотнями партнеров в России и в Татарстане. И мы видим, что примеры этому очевидны и успешны. Мы понимаем, что есть успешные медицинские практики, когда граждане должны получать высококвалифицированную, высокотехнологичную помощь там, где она может быть оказана на максимально высоком профессиональном уровне. И этому тоже очень много примеров. Потом все-таки мы же говорим об открытости, мы говорим о единой истории, мы говорим о тех уголках удивительных, где природа, традиции, архитектурные ландшафты, возможность поправить свое здоровье для людей и интересны, и важны. Этому тоже нет препятствий. Беларусь и Татарстан намерены взять новую планку сотрудничества, нарастить товарооборот до $2 миллиардов. Местные средства массовой информации с интересом отслеживают и визиты татарстанских делегаций, и в целом общее сотрудничество. Подписывается соглашение между Минским областным исполнительным комитетом и правительством Республики Татарстан о сотрудничестве торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарных областях. Созданная рабочая группа с представителями Татарстана и Беларуси подетально обсуждает совместные планы и уже действующие проекты. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы были в Татарстане? В Татарстане я был раз 5. Одно из свежих предложений от белорусской стороны – задействовать строителей из республики на татарстанских стройках. Есть и еще интересные партнерские идеи. Сегодня прозвучало ранее выдвигаемое белорусской стороной предложение по объединению усилий шинных комбинатов. Как вы, так и мы достаточно крупные по меркам Европы производители шин. Лично я уже года 4 предлагаю не производить похожие типа размеры, а признав, как чья шина более качественная, производить уже, расширять лучше ассортимент. То есть, объединив усилия, мы больше охватим спектр услуг, тем более с Юго-Восточной Азии экспансия шин увеличивается. Они не такие качественные, чем несут угрозу нашим автопотребителям. А мы, вот, охватив сегмент, могли бы обезопасить наших потребителей. Хорошее предложение. Сегодня Татарстан закупает у белорусского производителя лесозаготовительные комплексы, а на базе завода в Минске операторов из республики обучают ими управлять. Все это также в копилке взаимного сотрудничества. В Казанском аграрном университете открыт учебный класс Минского тракторного завода. Ведь трактора из Беларуси, в том числе собранные в Елабуге, нужно уметь умело освоить студентам. Третье направление – это газомоторное топливо. Здесь белорусские производители очень продвинуты, и мы активно в этих вопросах работаем. Но такие направления, как нанотехнологии, IT-технологии, они пока еще вообще как бы не раскрыты. Поэтому 2 миллиарда – это для нас решаемая задача. Побывать в Беларуси и обойти вниманием тему войны просто невозможно. Тем более в год празднования 75-летия Великой Победы. На этой земле сражались и погибли более 10 тысяч татарстанцев. И о наших земляках белорусы трепетно хранят память. Этот уникальный музей Великой Отечественной войны, единственный на территории бывшего Советского Союза, экспонаты для которого собирались буквально с первых дней войны. Специальная комиссия тщательно фиксировала факты вражеской агрессии. Материалы собирались по теме вторжения гитлеровцев и героизм белорусов. И почти за год до окончания войны музей уже распахнул свои двери. Позже он переехал в новое, специально для него построенное здание.
Грандиозный музейный комплекс, внутри которого развернуты очень реалистичные экспозиции боя. Танки, немецкие, советские, пушки и минометные расчеты. Музей Победы открывается экспозицией, посвященной Брестской крепости. Именно с нее для Советского Союза и началась Великая война. О тех, кто защищал Брестскую крепость до последнего вздоха, рассказывается здесь. Один из них, тоже герой Советского Союза, майор Гаврилов, уроженец Пестричинского района Республики Татарстан. Петр Гаврилов был командиром 44-го стрелкового полка. Он руководил обороной Восточного форта Кобринского укрепления Брестской крепости. Она приняла на себя первый удар врага, и еще в течение месяца защитники крепости, будучи уже в тылу фашистов, боролись с ними, не жалея себя нещадно. Беспримерный подвиг бойцов Красной Армии и нашего земляка вошли в мировую историю. Петр Гаврилов стоял до последнего. И только на 32-й день обороны, уже в бессознательном состоянии от голода и жажды, был захвачен в плен. Врачи лагерного госпиталя, русские, ухаживали за бойцом. И они же рассказывали потом, что, чтобы посмотреть на защитника Брестской крепости, на советского командира, в лагерь приезжали немецкие офицеры. Только позже, в 1957 году, в период хрущевской оттепели, Петр Михайлович Гаврилов был при жизни реабилитирован и награжден высоким званием Героя Советского Союза. А вот информация об еще одном татарине, уроженце Казани Баталове, герое Советского Союза. Он участвовал в обороне Гомеля, к сожалению, погиб в сентябре 1941 года. Федор Баталов стал героем Советского Союза уже 9 августа 1941 года. Для кадрового офицера Баталова война с фашистами началась 22 июня. 437-й стрелковый взвод под командованием нашего земляка прославился своей стойкостью не только в обороне, но и в наступательных боях. Федор Баталов погиб в августе 1941 года. Воюя с фашистами на белорусской земле, 8 наших соплеменников были удостоены высочайшей награды – звания Героя Советского Союза. Это деревня Копти Витебской области. Мы находимся на мемориале памяти павшим за освобождение этой земли. Местные жители сами насыпали курган памяти. За свой собственный счет установили вот такие памятные плиты. На них указано, сколько бойцов погибло за освобождение каждой конкретной деревни. Например, в боях за деревню Новики погибли 459 воинов Красной Армии. За деревню Дыманово 549. Всего на мемориале более 50 таких памятных плит, стел, надгробных памятников. Воины разных национальностей, разных воинских соединений. И именно здесь, в районе деревни Копти, шли ожесточенные кровопролитные бои. А в период с декабря 43 по апрель 44 здесь состоялся начальный этап знаменитой воинской операции «Багратион», прорывной наступательной операции Красной Армии. Воинский мемориал имени Ленинского комсомола – место действительно уникальное. Его начали создавать в 1992 году, когда было принято решение захоронить останки павших защитников Отечества. С тех пор в 13 братских могилах нашли свой приют тела около 4000 погибших красноармейцев, которые были найдены участниками вахты памяти. Инициатор и духовный вдохновитель этого важнейшего проекта – председатель Совета ветеранов Октябрьского сельсовета Виктор Демьянович Терещенко. Работа над мемориалом памяти продолжается. Жители Копти надеются, что со временем, благодаря исследовательской работе школьников, на этих плитах появится имя каждого освободителя. Тысячи воинов погибли за освобождение этой земли, в том числе и татарстанцы. В 2009 году республика решила увековечить память воинов-татар, установив красивый памятник на территории мемориала. Посвящен он памяти воинов, которые сражались за Белоруссию, разных воинских соединений, разных частей, и в том числе бойцам-татарам, которые воевали в отрядах белорусских партизан. Партизанские отряды – это особая страница в истории Беларуси. С первых дней она оказалась в оккупации, и многие жители ушли в леса, чтобы продолжить борьбу с врагом. Есть в этой летописи и страница, посвященная татарам. Это история 825-го батальона Волго-Татарского легиона, который из пленных татар и башкир сформировали фашисты.
Река Западная Двина в 1943 году стала главным местом событий. Скованная льдом, она послужила мостом для 506 пленных бойцов, которых фашисты укомплектовали в 825-й Волго-Татарский легион. По задумке нацистов, обученные и вооруженные легионеры должны были заниматься уничтожением белорусских партизан. Но все пошло не по плану немцев. И в ночь с 22 на 23 февраля легионеры, уничтожив немецкий штаб и личный состав, а это 74 фашиста, двинулись к Западной Двине. Здесь их уже встречали представители партизанской бригады. Полностью переход завершился к полудню 23 февраля. И сейчас, глядя на реку, на окрестности, спустя 77 лет, понимаешь, сколько мужества потребовалось участникам этих событий для совершения задуманного. Как будто не случайно и дата. Именно 23 февраля, в день воинской славы российских защитников, был завершен исторический переход к партизанам. Перейдя реку, легионеры шли к партизанам как раз по этим самым местам. 77 лет назад в лесах Витебской области велись ожесточенные бои партизан с немцами. И с первого дня теперь уже бывшие пленные татары смогли вступить в бой с карателями. В ход пошло и вооружение, которое они взяли с собой. Пушки, пулеметы, винтовки. Все эти годы исторический переход 825-го Волго-Татарского легиона на сторону партизан находился в зоне исследований историков и ученых. В их числе генерал-полковник Мансур Хакимов, теперь уже покойный профессор МГИМО Абдулхан Ахтамзян и их соратники. Именно они тщательно изучали всю летопись этого события, вспоминали поименно участников этого исторического перехода. И именно их усилиями в 2014 году здесь, в Витебской области, посреди березок вдоль дороги на пригорке, был установлен вот этот памятный знак в честь того исторического перехода. Знаете, находясь здесь, очень сложно сдержать эмоции, вспоминая, думая о том, что происходило 77 лет назад. Практически все бывшие легионеры погибли в боях с фашистами, но именно к этому, умереть с оружием в руках, они и стремились. А сам переход к партизанам с пушками и провиантом помог 4000 витебских партизан, оказавшихся на тот момент в кольце карателей. После провала своего проекта по созданию волго-татарских легионов из пленных красноармейцев фашисты закрыли его. И был сорван план немцев под названием «Шаровая молния» по уничтожению витебских партизанских отрядов. Говорить о героях, об их судьбах в Беларуси принято и, конечно, помнить. В этой детской школе искусств на стенах рисунки из татарского балета «Шурале». Учащиеся здесь дети не случайно выбрали эту тему для творчества. Их школа с 2017 года носит имя известного татарского композитора Фарида Ярулина. Оксана, скажите, пожалуйста, а как у вас вообще восприняли решение назвать школу именем Фарида Ярулина? Родители, педагоги? Вы знаете, очень положительно, потому что тема патриотизма у нас в городе Дубровна, она очень развита, и поэтому, поскольку Фарид Ярулин, он сражался на территории Дубровинского района, и он погиб на нашей родной земле, погиб очень молодым, и его останки долгое время не могли найти. Считалось, что он без вести пропал, но тем не менее у нас недалеко находится деревня Новая Тухинь, где все-таки нашли его захоронение, могилу, но в ближайшее время, это было очень недавно, останки его перезахоронили на мемориальном комплексе Рылинки, который находится также в Дубровинском районе, поэтому ребята чтят память. Командир стрелкового взвода 19-го танкового корпуса и автор музыки к первому национальному балету «Шурале» Фарид Ярулин погиб при освобождении Беларуси в 1943 году. Сейчас память молодого воина и музыканта увековечена бюстом героя, который установлен в городе Дубровна на улице Красноармейская, напротив детской школы искусств.